Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за март 2019 года будет комментировать Василий Дмитриевич Гусляников. Он первый президент Мордовии, основатель и председатель Мордовского республиканского правозащитного центра и много других регалий, которые вы увидите в описании этой видеопрограммы. Для нашей программы девиз придумал Петр Николаевич Тултаев. 2 февраля в интервью он сказал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Первая новость, Василий Дмитриевич, она вот какая. В ночь на 26 марта на Светтехстрой Саранска возле школы 41 на мужчину набросились 6 собак, искусали его, и он после этого с многочисленными укусами обратился в полицию. 5 марта в Саранской школе номер 17, Центр образования Тавла, несколько девочек из 7 класса унизили и избили одноклассницу, сняв на смартфоны. Мать пострадавшей обратилась в полицию. В тот же день, 5 марта, в Золополянском районе, в штрафном изоляторе и в ПКТ несколько заключенных вскрыли из себя животы зубными щетками, а через несколько дней еще после того, как их не отвезли, не госпитализировали, это их был знак протеста против, как они говорили, избиений, издевательств со стороны сотрудников. Как бы вы прокомментировали вот это насилие, которое у нас разлилось в государственных учреждениях? Ну, я не знаю, было ли это насилие, или это, как сейчас модно говорить, фейк. То есть По пишут поводу то, чего да? не было, да. Угу. Начнем с последнего момента, которые вскрывают себе брюшную полость, а потом требуют, чтобы их лечили. Я этого, во-первых, не понимаю. Если ты считаешь, что твои права нарушаются, есть законные требования. Пожаловаться в прокуратуру, в конце концов, пожаловаться к правозащитникам, в общественную наблюдательную комиссию, которая приедет, будет разбираться и принимать меры. Но чаще всего, вот за мою длительную работу правозащитником и общение с людьми, находящимися в местах принудительного содержания, чаще всего это те люди, которые не хотят соглашаться с тем режимом, который установлен законно, уголовно-исполнительным кодексом для людей, находящихся в местах лишения свободы. И они не хотят выполнять тот распорядок, который этим уголовно-исполнительным кодексом предписан. То есть приезжаешь после жалоб, начинаешь разбираться, спрашиваешь, а почему нарушаешь режим, почему на зарядку не выходишь, почему постель не убираешь, почему днем спишь. Он говорит, хочу и буду. Я говорю, возможно такое. Но после этого законные репрессии со стороны ФСИН. Какие? Наказания, помещение в штрафной изолятор. Это законные. Просидел там 2 недели, вышел, опять продолжаешь нарушать, опять садись. Так и живи, но тогда не надо жаловаться. В последнее время очень многие люди, которые приходят, освободившись с мест лишения свободы, к нам обращаются в правозащитный центр, мы даем бесплатные юридические консультации, помогаем с трудоустройством и выдаем продукты питания на 1000 рублей на первый случай поддержать человека, который хочет трудоустроиться, пока оформляется на работу. Это хорошее подспорье и посыл для этих людей. Ну и параллельно я с ними беседую по поводу условий содержания. Те люди, которые вышли уже на свободу, им нечего бояться, что их там будут притеснять в колонии за то, что они откровенничают с правозащитником. И они честно мне говорят, что сейчас бить не бьют. Смысла нет бить. Тот человек, который там отбывает наказание, и если он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом выполняет тот распорядок, который там утвержден, то к нему претензий нет. Ну вот говорят, подконтрольные администрации заключенные бьют. Особенно там есть камеры такие, пресс-хаты, в которых издеваются. Я много читал и в свое время, и 20, и 30, и 40 лет назад, что такие камеры есть. В основном эти камеры в следственных изоляторах, там, где надо выбить показания еще на стадии расследования. А если человек уже находится, отбывает срок в колонии,
Для чего его помещать в пресс-хату? С какой целью его бить? Вот говорят, там есть телефоны, посылают, и через эти телефоны всех заключенных заставляют присылать родителей, чтобы присылали деньги. Те, кто отказываются, их помещают в пресс-хату. Понятно. В пресс-хаты унижают, избивают. Это может быть, я не могу здесь ничего сказать, может быть, это и возможно. То есть у нас всяких отморозков хватает, в том числе и среди сотрудников ФСИН такие встречаются. В прошлом году вся страна видела, была съемка в Ярославской колонии, когда сотрудники ФСИН коллективно избивали заключенного. Ну, это люди, которые просто не имеют человеческого облика. То есть я понимаю, хотя бы чем-то можно обосновать. Но это совершенно ничем не обосновывается. Зарплаты во ФСИН у офицерского состава сейчас довольно приличные, службы надо дорожить, у них там и льготы есть, и раньше на пенсию выходят. Ну что ж делать, если такая служба? Работать с таким контингентом, среди которого насильники и убийцы. Но они тоже люди. И если он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом не нарушает Уголовно-исполнительный кодекс, то к нему никаких претензий быть не должно. Более того, те люди, которые там находятся, имеют право работать, зарабатывать и даже погашать те долги, которые у них там есть по исполнительным листам в результате преступлений. Или же просто использовать эти деньги на свое благо, в том же ларьке отовариваться, хочешь конфетами, хочешь сигаретами, чем хочешь. То есть ситуация здесь такова, что в каждом случае надо разбираться. И, к сожалению, вот у правозащитников у них нет таких рычагов, которые есть у прокуратуры. Поэтому надо в любом случае обязательно жаловаться в прокуратуру. Жалоба в прокуратуру в соответствии с законом не может досматриваться. Она идет в закрытом виде, не распечатывает руководство колонии. Прокурор уже читает это, принимает меры, расследует. Если там такие факты, как в Ярославской колонии, то возбуждается уголовное дело, это люди идут под суд и получают сами сроки. Ведь у нас в Зубово-Полянском районе есть исправительная колония номер 5, в которой находятся бывшие сотрудники силовых структур. И оттуда бывают жалобы. Какого характера? Люди все сами юристы, они знают, куда надо жаловаться, но вот рассылают везде, в том числе и правозащитникам. А когда приезжаешь разбираться, оказывается вот та ситуация, о которой я говорил. Люди принципиально не хотят подчиняться Уголовно-исполнительному кодексу, за это получают взыскание. Ну, хочешь так отбывать наказание, отбывай, куда деваться. Чаще всего это бывает со стороны офицерского состава, причем старшего офицерского состава. То есть на воле подполковники и полковники привыкли руководить всеми, а тут вдруг приходится подчиняться. Им сложно перестроиться. Поэтому они вот и пытаются жаловаться, искать, так сказать, справедливость в кавычках где-то. Обращаться надо в прокуратуру. Прокуратура будет разбираться. А вот по поводу нападения на улицах собак, диких на людей, и по поводу избиения в школе. Ну, здесь это, можно сказать, по поводу собак, вообще общая культура общества. Я сам был, можно сказать, принудительным образом собаководом 10 лет, когда моя младшая дочь привела щенка, и она у нас, эта собака, жила 10 лет. Мы, естественно, приняли и как член семьи. Собака была дворняга, но очень умная, и поэтому мы замечательно с ней сотрудничали. И выгуливал я ее, и заботился о ней. Собака была замечательная, но, к сожалению, от старости она умерла. Если те люди, которые заводят сначала собак, а потом их выбрасывают на улицу, то это плохие люди. Я считаю, что так люди делать не должны. Поэтому, если ты завел собаку, ты за нее должен быть в ответе. Если она у тебя имеет тенденцию нападать на кого-то, то ты ее должен водить только на поводке. У меня собака была дворняга, она никого не могла покусать, но лаять любила.
очень веселые, добродушные, Аллах им приветствовала людей, как бы здороваясь с ними. Вот. Ну, есть правила содержания собак, их надо в соответствии с этими правилами выгуливать в местах, где нет людей, чтобы не было таких нападений. А в школе? А в школе это вообще вопиющий случай, но обвинять только школу в этом нельзя. Это опять болезнь общества. Я просто не могу представить. Даже из-за того, что девочка там донесла на других о том, что они выпивали там В туалете? в туалете или где-то там, но бить. Я вообще противник любого насилия над человеком, в том числе даже сторонник того, что надо запретить не только женский бокс, который стал олимпийским видом спорта, но и мужской бокс. Оставить борьбу, положил на палатки, на лопатки, зафиксировал, что ты сильнее другого. Все, на этом заканчивается. Когда человека бьют по голове, после этого у него возникает болезнь типа болезни Паркинсона, я считаю, что это не спорт, и это дело надо запрещать. 4 марта на оперативном совещании глава Саранска Петр Николаевич Тултаев сказал своим сотрудникам: «Я никогда не вижу вас на концертах и постановках в театрах. Вы что, все так сосредоточены на работе или заняты? Так зачерствеете совсем? В ближайшее время организуйте поход в театр для всех муниципальных служащих». Пресс-служба сообщает городской администрации, что в декабре мэр уже советовал подчиненным посетить художественные выставки в музеях Саранска. Как вы, Василий Дмитриевич, относитесь к обязаловке такой? Я думаю, что даже можно понять. Я в какой-то степени даже солидарен с Петром Николаевичем, поскольку он сам бывший руководитель культуры в нашей республике, сначала в городе, и сам филолог по образованию, я его понимаю. Но я думаю, что здесь надо не гласно вот таким образом, а просто порекомендовать. Вот я буквально вчера был на концерте, замечательный концерт, приезжали два известных баяниста из Новосибирска, лауреаты всяких международных и отечественных конкурсов. Концерт был замечательный, но, к сожалению, в 1000-местном зале было всего 100 человек, а концерт был замечательный. И я полагаю, что вот он общедоступен тем, что билет стоит не 1000 рублей, когда приезжает тут уровня там Пугачева или других, а стоит он всего там 100, 200, там 300 рублей. Это суммы небольшие, поэтому каждый может себе позволить. И приучать себя к культуре, я думаю, тем более сотрудники администрации, у которых глава администрации сам бывший руководитель Министерства культуры, я думаю, должны без напоминаний. Поэтому я приветствую все это, а сделать можно разными методами. Может быть, найти спонсоров, которые привезут сюда хороших исполнителей, в том числе и классических, и оплатят их выступления и устроят, можно сказать, там подарки в виде билетов для всех сотрудников мэрии, которые дружно сходят и поаплодируют вот этим артистам. Это было бы замечательно. Перед следующей новостью сделаю такое вступление. На планете есть несколько самых популярных языков распространенных. Там английский, арабский, китайский и другие. И все страны мира, а стран, государств очень много. И поэтому государство, чтобы не потерять свой язык, чтобы люди не начали говорить на каком-то из этих языков и забыли свой родной, каждое государство заставляет в обязательном порядке изучать именно свой государственный язык. Но есть страны, которые называются федерации, Евросоюз или другие федерации. Там есть общие языки, но в каждом из стран, допустим, Евросоюза, в Швейцарии, в других региональных странах, Словакии, там, Хорватия, каждый делает свой язык обязательным. Россия – это федерация. У нас есть как обязательные языки общие, но и по Конституции каждая национальная республика имеет право устанавливать государственный язык. А значит, мне кажется, он должен быть обязательным. Потому что если он не будет обязательным, язык в стране, то у нас с западу от Уральских гор будут говорить через 30 лет только на английском,
а с востока от Уральских гор только на китайском. И русский язык тоже исчезнет, если он не будет обязательным. Поэтому, если мы федерация, то моя точка зрения, с которой вы сейчас поспорите, что и национальные республики, Татарстан, Мордовия, свои языки должны, у них должно быть право обязательного, как сказать, принуждения своего населения к изучению своего национального языка, иначе он через несколько десятилетий исчезнет. И так вот, новость какая. 27 февраля на сессии Госсобрания депутаты мордовские внесли изменения в закон мордовский о государственных языках Республики Мордовия. И теперь расширено право использования макшанского и эрзянского языков не только на заседаниях Госсобрания и его органов, как было раньше, но и при проведении заседаний, совещаний и собраний в других органах государственной власти и органах местного самоуправления. Вот теперь поспорьте, Василий Дмитриевич. Ну, я здесь не могу сравниться с Иосифом Виссарионовичем, которого называли отцом языкознания. Вот. И не хочу много говорить, я скажу только тезисно свою точку зрения, поскольку я считаю, что язык – это средство общения. И он был придуман для того, чтобы могли люди между собой общаться. И почему возникло на Земле много языков? Потому что люди жили так компактно, что не могли общаться, например, с теми людьми, которые жили за 1000 километров. Поэтому на Земле сейчас, не буду врать, там может быть 500 языков, а может быть еще и больше. Потому что в одной Индии там, по-моему, сотни языков, и если есть общий государственный там хинди, на котором говорят, пытаются сделать каким-то образом средство общения, это и есть язык. Здесь я полностью согласен. Теперь, вы, когда вот сейчас предисловие вот к этому вопросу говорили, и должно, и имеет право, это все разные понятия. Имеет право, я с этим полностью согласен. Любой человек имеет право говорить, думать на своем родном языке. То, что сейчас те языки, на которых мало общается людей, умирают, это факт. Плохо это или хорошо, пусть об этом судят другие люди. Есть хорошая поговорка: пусть будет цветов много разных. Я с этим согласен. Более того, если приезжаешь в Татарстан, в Казани на каждом шагу слышится разговор на татарском языке. Более того, много татарских сел у нас здесь, в Саранске, и у нас около 5-6% в Мордовии живут татар, которые между собой общаются на татарском языке. То есть этот язык живой. Его не надо принуждать. Они в семье его изучают, они между собой общаются. Поэтому эта функция выполняется, то есть язык – средство общения. Я, когда приезжаю в Европу, я себя чувствую несколько ущербным. Почему? Потому что, к сожалению, я изучал много, около 10 лет язык, и даже больше, и в школе, и в вузе, и в аспирантуре. И хотя я сдал на отлично немецкий язык, сам перевел 1 миллион знаков, и даже понимаю, когда немцы говорят, но не так быстро, «Sagen Sie bitte langsam», что в переводе означает «говорите, пожалуйста, медленнее». То есть, если они говорят медленнее, я понимаю. Но, правда, я иногда не понимаю, даже когда по-русски говорят быстро. То есть, в этом плане язык – это средство общения. То, что в мире практикуется изучение английского языка, очень хорошо. Если бы весь мир стал говорить на русском, мне было бы гораздо проще. Я бы не возражал. Но, к сожалению, получается, что самым распространенным сейчас является английский, не считая китайский, который, может быть, он сравним с английским, но он в одной стране-то. Поэтому надо изучать английский язык. Я коренной противник того, чтобы в школе заставляли еще изучать, как у меня внучку, сейчас еще и немецкий. Надо изучить хотя бы один язык.
международный язык средств общения становится английский. Если есть у тебя желание, более того, я даже могу приветствовать, если человек, который решил посвятить себя языкознанию, будучи студентом, изучает, кроме английского, еще и немецкий, а у них там, по-моему, обязательно 2 языка, так на здоровье, пусть он хоть еще и французский, и китайский, и арабский изучает. Это полезно. Но человеку, который в школе в общеобразовательной разрывается, и в конце концов он выходит из школы, не зная ни немецкого, ни английского, это неправильно. Почему это так сделано, я не могу сказать. То ли, может быть, от того, что надо дать работу учителям немецкого языка. Я считаю, что это неправильно. Каждый учитель немецкого языка владеет и английским, потому что в вузе им дают 2 языка. Поэтому пусть он преподает английский. Пусть будет лучше в 2 раза больше английского, чтобы можно было общаться и с китайцем, и с арабом на английском языке. Я когда был в Европе, в Англии понятно, там по-английски говорят. Был я в Италии, там уже хуже. Там некоторые знают английский язык. Но когда я был в Нидерландах, там практически все знают английский язык. И это хорошо, и это я приветствую. Поэтому обязать изучать мордовский язык ради сохранения в школе, я считаю, это неправильно. Вот это надо приветствовать, именно предлагать, но понуждать нельзя. Это мое личное мнение. Оно совпадает с мнением многих демократов, которые считают, что главное, чтобы человек был хороший, чтобы человек был умный, чтобы человек был не вор, не коррупционер, а владеет он там английским, или русским, или китайским языком, это не так важно. А принцип федеративности не нарушает вот эта отмена обязательности? Отмены обязательности нет, не нарушает, с моей точки зрения. Потому что правильно говорят, что язык может, никто не должен противиться изучению. Более того, государство призвано создавать условия для изучения для всех желающих, я подчеркиваю слово «желающих», как, например, создаются воскресные школы в той же вот религии. Одно было время, когда тут практически вводили под названием там основы религии, мировых религий, где практически насаждалось православие. Я хотя сам православный, но считаю, что это неправильно. Надо дать возможность человеку выбрать. Там же в этой науке основы, как они назывались-то, не основы религии, а как основы мировой, ну, одним словом, там этики, может быть. Этики, да. Там была возможность выбора еще и этики. То есть каждый человек, сам он или ребенок, или с помощью родителей, или с помощью педагога должен определиться. Я знаю с детства людей, которые очень религиозные, может быть, из-за того, что у них там дедушки, бабушки, родители религиозные, и они уже, так сказать, в этом ключе развиваются на здоровье. Для них создают воскресные школы, где изучают и православие, там и закон Божий, и как хочешь, как угодно. Можно создавать, у нас много вот татарского населения, можно создавать школы при мечетях, изучение ислама и так далее. Пожалуйста, на здоровье. Но вводить в качестве обязательного, я считаю, это неправильно. Василий Дмитриевич, а если вот завершить логическую цепочку, если бы мы с вами были жителями Нидерландов, вы бы тоже призывали отменить обязательность изучения нидерландского языка, если Нидерланды это часть Евросоюза. Если есть государственный язык Евросоюза, английский, другие несколько, зачем еще заставлять изучать нидерландский язык? Это избыточно. Не надо никого заставлять. Надо
предлагать изучать Ну, тот же- язык, на котором люди Но общаются. наверняка там обязательно изучение нидерландского языка. Правильно. Почему? Потому что они все общаются на нидерландском языке. Наверняка там на английском тоже очень много. Много. Это очень хорошо, когда люди знают несколько И если языков. обязательность отменят, нидерландский язык А как исчезнет. ты ее отменишь, если это свое Нет, государство? обязательность изучения нидерландского, если отменят, он исчезнет. Кто его может отменить? Его Ну, никто как у нас не может. изучение Рязанского, Макшанского отменили. У нас и никто он не отменил. обязательность изучения отменили, значит, через несколько десятилетий он исчезнет. Просто естественным способом. Так же, как исчезнет нидерландский язык, Я если его... не настаиваю на другой точке зрения, но когда Надькину, профессору Надькину, который был идеолог изучения и внедрения мордовских языков в нашей республике, задали вопрос, а ваши дети разговаривают на мордовском языке? Оказалось, что нет. И я не осуждаю ни самого Надькина, ни его детей. Это конфликт Просто- отцов, детей. Дети не Нет, всегда согласны это с так отцами. сложилось просто. Да. Просто оказалось, что общение идет на русском языке. И язык рязанский и махшанский при этом становится уже неактуальным. Заставить его я, как убежденный демократ, считаю неправильным. Вообще заставлять ни в чем никого не надо. Надо людям дать возможность выбирать. Так же, как и в Нидерландах, нельзя заставлять изучать нидерландский язык. Заставлять нельзя не заставлять. Там он у них входит в программу почему-то, что Обязательно. он государственный А язык. Мордовия это государство, это Российская Мордовия? Федерация. Я Здесь был, есть каждая я был как раз, можно сказать, похоронной командой того, когда Мордовия хотела принять декларацию о государственном суверенитете. Ну, в смысле федерация, с Россия моей федерация. помощью мы от этого ушли. Не может быть рука организмом в организме, который называется человеком. Государство, оно едино. Россия. В России есть много субъектов, И у них могут регионы. быть государственные языки свои. Да, конечно. И они должны быть обязательны. Как Нидерланды обязательно Если язык. на этом языке народ общается, он должен быть обязательным. Но если в Мордовии находится 30% населения Мордвы, из этих 30% 90% общается на русском, то ты никак не можешь ввести демократическим путем обязательное изучение ирзианского и махшанского языка. Иначе это будет насилие над теми 90% людей, которые не знают языка. Да. Ну, у нас и русский язык изучается насильно. Иначе бы население говорило на китайском или на английском. Это тоже Простите, любой как? язык это насилие по отношению. Нет, неправильно. Человек рождается в обществе. Да. Он в семье говорит на том языке, на котором говорят у него отец и мать. Если он родился в семье Макшан или Эрезян, но в семье у него говорят по-русски, то и он будет говорить по-русски. И нет в этом большой беды. Он говорит на том языке, на котором с ним общаются. Если бы общались в семье на эрзианском или макшанском, то и он бы общался, и он бы знал язык. И понятное дело, если бы он знал язык, ему могли бы преподавать на макшанском и эрзианском, и в этом бы приветствовать только надо. Но, к сожалению, у нас по-другому события развиваются. Я вот уже говорил о том, что сколько регионов я не проехал, в Марийской не говорят на марийском, в Чувашской не говорят, но в Казани говорят на татарском. И это надо приветствовать. Говорят на здоровье, надо развивать и на здоровье, и все такое. Похожая следующая новость. 18 марта на сайте прихода церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского в Саранске на Светтехстрое, улица Солнечная, опубликован архитектурный проект будущего одноименного кирпичного храма, который будет построен рядом с соседним деревянным храмом. Настоятель Владимир Николаевич Кугушев еще в интервью от 19 февраля сказал, что раньше на этом месте был овраг, стояла вода. Чтобы начать строительство, сюда пришлось завести около 20 тысяч кубов грунта. Василий Дмитриевич, как вы считаете, когда возводятся такие конфессиональные объекты, как нужно согласовывать их строительство с окружающими
жителями, чтобы все конфессиональные объекты приносили мир в обществе и не вызывали возмущения у значительного числа жителей города. Ну, я тут сторонник Конституции. В нашей Конституции прописано, что каждый имеет право на любое вероисповедание или быть атеистом. Поэтому ни в коем случае нельзя запрещать исповедовать ту или иную веру, там православие, ислам, там или буддизм, или там что угодно. Более того, если есть возможность и необходимость там для этой общины построить свой храм, на здоровье пусть строят. Но согласовывать это надо с муниципальными властями, у которых есть главный архитектор, который знает, где можно отвести площадку под этот храм и все прочее. Я помню, читал где-то год или два назад на улице Воинова вверху. Там были противники, люди строительства храма. Почему? Потому что вот при этому храму прирезали землю от их двора. То есть у них уменьшился двор, детям негде выйти погулять и так далее. Я думаю, проблема только может быть в этом, что притеснение с точки зрения плотности застройки. А так на здоровье. Если это не влияет на психику людей, если они не пропагандируют насилие, а таких у нас нет вероисповеданий, которые насилие пропагандируют, на здоровье. Даже если колокол православный ударит там 2 раза в сутки на утреннюю или там на обедню, но на здоровье. 18 марта в Старошайговском районе состоялся митинг протеста. Приняли участие около 100 жителей. Они протестовали против оптимизации, начавшейся в центральной районной больнице в начале марта. 10 ставок сократили, и даже одна из уволенных говорила, что 25 койко-мест, хотя сократили, хотя потом главврач опровергла эту информацию. И митингующие в том числе говорили, что между районом и Саранском вообще нет автобусного сообщения, и поэтому нарушается очень сильно их право на своевременную медицинскую помощь. Как бы вы прокомментировали? Ну, это очень сложный вопрос, упирается в деньги. Я во многом могу этих протестующих поддержать, потому что в последнее время я сам очень часто обращаюсь к врачам, ежемесячно выписываю лекарства, поскольку сердце барахлит, а лекарства надо принимать постоянно. Я не могу понять, почему с моим диагнозом, когда мне поставили этот диагноз, надо пить лекарства всю жизнь до самой смерти, я должен каждый месяц ходить и выписывать. Может быть, проще сделать раз в квартал, чтобы в 3 раза сократить. Я прихожу туда, мне целый час эти рецепты выписывают, там по этажам бегать, подписывать, а при этом люди сидят в очереди и ждут. Это непорядок. Поэтому те преобразования, которые проводятся в медицине, я думаю, они должны проводиться с умом. И если на самом деле где-то в районных больницах пустовали койки, это, конечно, непорядок. То есть, грубо говоря, там 10 врачей сидят без дела, а в Саранске там не хватает врачей для того, чтобы лечить. Может быть, придется сделать каким-то образом там фельдшерско-акушерский пункт или там дневной стационар, а на скорой помощи возить в Саранск. Это все надо исследовать, расследовать, чтобы люди при этом не пострадали, чтобы качество не упало. Я полагаю, что такой райцентр, как Старошайгово, там просто необходимо наличие врачей хотя бы самых актуальных, там и кардиолога, там и невропатолога, и терапевта, и детских врачей, то есть и возможность проводить какие-то лекарственные там введения, то есть те же переливания и все прочее, это все надо оставить. Как это будет выглядеть? Называться или филиалом республиканской больницы, там, или как угодно, но надо думать, чтобы, допустим, по соответствующим параметрам время оказания неотложной помощи там, в течение часа или получаса, а скорой там, в течение 15 минут, чтобы все это исполнялось. И если это будет, тогда не будет ни этих протестов и все прочее. Тут надо думать, одним словом. В следующей новости попрошу вас прокомментировать экологию Мордовии. Вот несколько фактов. В начале марта 2 международных организаций
Greenpeace и Air Visual опубликовали исследования самых загрязненных городов мира. Воздух анализировали. И в том числе от России попало 4 города, в том числе Саранск. Ну, возможно, для примера, возможно, это не то, что они самые загрязненные Я города думаю, России. это неправда. Да, поэтому... Этим вопросом мы занимались лет 30 назад. Саранск был довольно загрязненным городом. Василий Ильич, а можете прерваться? Давайте. Значит, воздух у нас среднегодовая ниже нормы, но было несколько месяцев, февраль, декабрь и сентябрь, где воздух был хуже нормы. Причем в одном из месяцев, декабрь, известно, это Мордовцемент выбросил 2 тонны над поселком, возможно, это. Потом, вода Саранска, содержание никеля в 2 раза выше нормы, фтора и железа в 1,5 раза выше нормы. Потом зафиксировали случай, где хотели 200 ртутных термометров выбросить на улицу. А вот в марте Владимир Дмитриевич Волков 2 раза пообещал жителям Мордовии, что в ближайшие 2-3 года очистят все посадки, все леса от мусора, который население Мордовии замусорило за десятилетия. Я думаю, что это очень хорошее пожелание, и если оно осуществится, я буду только очень рад. Поскольку на самом деле есть несознательные люди, которые, выезжая на пикник в лес, вместо того, чтобы пластиковые бутылки, которые разлагаются тысячелетия, потому что капрон настолько плотное химическое вещество, что очень трудно разлагается, вместо того, чтобы забрать его и выбросить в определенный бачок, собираются именно пластиковые отходы, а потом переработать в строительный материал или еще во что-то, просто оставляют в лесу. Это неправильно, это просто невоспитанность, малокультуре, которую я, конечно, не могу приветствовать. Ну, там даже важнее, что у нас целые свалки в районах нелегально образовывались. Вот это все плохо. Да. За этим надо следить, за этим надо наказывать, но возникает сразу несколько вопросов. Вот сейчас активно в районы внедряется комплексная уборка мусора. Поставили, обязали везде контейнеры и взимать с населения деньги примерно по такому же тарифу, как в городе. Но это в корне неправильно. Объясню почему. Если человек живет в деревне, у него есть свой участок. У него совершенно нет никаких отходов, нет очисток овощей, которые он скормит курам или свиньям, которые практически в каждом дворе есть. Если нет, то он выбросит в ту яму, которая будет потом перегной и удобрение для его огорода. Металлолом он не выбросит никуда, он соберет его и сдаст, за это получит деньги. Единственное, что может являться отходом, это именно пластиковые бутылки. Я понимаю, что это никуда не денешься. Определенные надо взять, тарифы уменьшить, я думаю, в 5 раз надо уменьшить по сравнению с городским, тогда не будет волнений в селах, которые будут вместо 100 рублей в месяц платить 20 рублей, это будет нормально. Когда не будет оккупаться проезд автотранспорта. Значит, не надо автотранспорту ездить каждую неделю, если в этих бачках будет только 3 пластиковых бутылки валяться. Это сделается очень таким простым путем, методом мониторинга. Посмотреть, за сколько там, за 2 недели наполняется бачок, и все. И бачки сделать именно таким. Там для металла, для бумаги, для пластиковых отходов. Не надо делать для бытовых отходов в деревне, потому что их практически нет. Если у кого-то там какая-то доска сгнила, ее просто сожгут. И никакого ущерба природе и атмосфере не будет от того, что во дворе он устроит костер из старых досок. А чистота воды и воздуха? Ничего подобного никуда. Нет, вы говорили, что вы это уже вопрос изучали? Это мы вернемся к этому. Ага. Что касается вот этих исследований, которые Саранск внесли, это совершенно неправда. Не сравнить Саранск ни с Магнитогорском, ни с Челябинском, ни с Норильском. Я был в Норильске. По улице иногда пройти без противогаза невозможно. А на самом медно-никелевом комбинате в цехах невозможно дышать. Там все сотрудники ходили, правда, это было давно, ходили с трубкой во рту, потому что
серная кислота и испарение при электролизе меди. И все это в воздухе. Сейчас, конечно, там принимаются определенные установки для того, чтобы все это дезактивировать и чтобы в воздух не попадали пары серной кислоты. Это все правильно. Но говорить о том, что в Саранске экологическая там проблема, это совершенно неправильно. Почему? Я скажу. Да, были ртутные загрязнения очень большие, которые превышали ПДК в несколько раз. Но нам удалось с этим справиться. У нас закрыли ртутный цех на улице Гагарина, перенесли производство подальше от города, но, по-моему, сейчас там уже теперь безртутные технологии внедряются. То есть лампы дневного света заменяются люминесцентными, вернее, этими лампами на базе полупроводников, которые активно в последнее время внедряются, выпускаются, и уже это экологические проблемы при этом хорошо решаются. Что касается выхлопных газов, да, естественно, когда у нас летом, допустим, безветрие в городе и очень много автомобилей, бывает, может быть, превышение ПДК. А когда ветер, то он, естественно, все сносит, и это нейтрализуется. Поэтому говорить о том, что особых проблем тут много, не стоит. Что касается воды, общеизвестно, что вода у нас жестковата. В этом плане некоторые скважины показывают, что превышение есть ПДК там по жесткости воды, по наличию железа, по наличию фтора. Это общепризнано. Но зато у нас самая вкусная в России вода. Да? Да, я где не пробовал воду, которая укладывается в ПДК, она просто противная для питья. Взять ту же воду во всех городах на Волге, по сравнению с нашей, там плохая вода. У нас самая вкусная вода. И если есть превышение по фтору там в 2 раза, лично я, как физик, считаю, что это не критично. Если ты, как говорится, курящий, то ты проживешь там 90 лет. А если ты не курящий, то ты проживешь 90 с половиной. То есть генетика важнее, да? Конечно, тут все в этом плане все взаимосвязано, и надо смотреть, чтобы не было выбросов, как вы говорите. Вдруг какая-то авария, там бывают выбросы, которые превышают там в десятки раз ПДК. Это уже серьезно и опасно. Поэтому да, может быть, надо работать в этом направлении, чтобы вводить, какой там сейчас у нас уровень бензина, это надо спросить автомобилистов, Евро-4 или Евро-5, которые обязательны уже в Европе. А у нас могут еще ехать на таком бензине, когда проедет там КАМАЗ, от него вздохнуть невозможно. Бывает и такое. Конец первой части.